День открытых дверей на главной спортивной арене региона набирает обороты. Акцию, когда любой желающий может посетить бесплатно центральные площадки, республиканский стадион запустил еще в мае. Для любителей побегать дорожки доступны ранним утром и вечером. Виктория Палкина встретилась с теми, кто всегда находит время для себя. Обсудить последние новости и договориться уже на новую тренировку. Так обычно проходит пробежка у этой спортивной компании. Анастасия Микушева, уроженка Карткировского района, сегодня живет в Москве. На родину приехала ненадолго, узнала, что можно бесплатно попасть на республиканский стадион и воспользовалась этой возможностью. Очень важно поддерживать здоровый образ жизни, хотя бы зарядками, медленными, вот такими пробежками уже будет настроение получше. Она профессионал, мастер спорта по легкой атлетике. Впрочем, на беговых дорожках встречаются и те, кто далек от большого спорта. Здесь, на республиканском стадионе, сегодня есть все для полноценных тренировок. За двухчасовое окно можно успеть и побегать, и на тренажерах позаниматься, и в футбол на запасном поле поиграть. Сначала посещение, по-моему, начались с 6 до 8 утра, и, соответственно, потом дали время вечернее, с 6 до 8 вечера. Хожу регулярно, все нравится, все замечательно. Руководство спортивной школы отмечает высокую культуру сыктывкарцев, которые приходят на тренировки. В раздевалках чисто, к современной инфраструктуре стадиона относятся бережно. Объект находится под охраной, присматривается под общественным порядком, как себе население ведет. Но и допуск обязательно осуществляется по документам, то есть удостоверение личности, паспорт, водительские права, чтобы тоже был контроль пропускного режима. С начала проведения акции к ней присоединились уже больше 1000 сыктывкарцев. Открыты двери республиканского стадиона будут до конца сентября. Потом начнется подготовка хоккейного поля, и беговой сезон под открытым небом в столице Коми официально закроют. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.